Сейчас большинство ребят играют с зарубежными игрушками, совсем позабыв про наши. Надо срочно исправлять ситуацию. Добро пожаловать на турнир по забытым играм народов России. В рамках проекта «Экспедиция Этнохаус» в Уфе проходит игровой турнир среди школьников 12-16 лет. На мероприятии участникам предлагаются 20 различных этноигр. Ребятам нужно разбиться на пары и как можно быстрее идти играть. Кто пройдет больше состязаний, тот и выиграл. Все игры абсолютно разные. Что-то развивает внимание, что-то ловкость, ну а где-то тебе поможет только удача. Расскажи про свою игру. Эта старинная игра называется «Закидушки». Она представлена сразу у нескольких народов. Например, у русских она представлена в двух типах – берестяные и деревянные. Деревянные представляют из себя большую чашу, в которую нужно закинуть, опять же, деревянный шар. Это хорошая идея возвращать давно забытые игры в наш современный мир, потому что они помогают людям мыслить нестандартно. Например, городки – русская игра с многовековой историей. Эта игра поистине народная, поэтому сложно сказать, когда и где именно она появилась. Расскажи про игру «Городки». Игра «Городки» русского народа создана для веселья. Суть игры – просто разбить все деревяшки, которые на поле. Кто побеждает в этой игре в итоге? Обычно выигрывают те, у кого больше моторики и те, у кого очень много энергии. Как набираются там баллы? Баллы набираются по количеству сбитых деревяшек. На мероприятие приехали ребята из Казани и обучают наших волонтеров правилам игр. По окончанию турнира комплекты игр оставят, чтобы в будущем проводить турниры у нас. Все игры родом из различных республик России – Тыва, Удмуртия и так далее. Список большой. А теперь сюда хотят добавить еще и башкирские. Турнир поспособствует тому, чтобы эти давно забытые игры вновь приобрели популярность. А волонтеры нам в этом помогут. Это мероприятие помогло школьникам преодолеть незнание истории и культуры своего народа. Ребята поближе познакомились с музыкой, танцами и играми своей родины. А это сейчас очень важно. Камила Загребинова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.